В рамках празднования 29-й годовщины образования республики Министерство культуры региона запустило ряд флешмобов в формате онлайн для всех желающих. В их числе акция «Окна Ингушетии». Через творчество молодое поколение знакомится с историей своего народа. В Доме культуры селения Новый Редант побывал наш корреспондент Идрис Ижиев. Башни, мужественные горцы, ингушские флаги. Символы нашего региона теперь на окнах Дома культуры. Это работа воспитанников ДК. В преддверии Дня Республики они украсили свое любимое место досуга. Ребята также подготовили стихи и песни на национальную тематику. В краях родной земли я вырос башней Ингушетии. Я помню свет и добротой, что я любил и до сих пор люблю. Акция «Окна Ингушетии» призвана сохранить связь между старшим и младшим поколением. Чтобы поддержать флешмоб, достаточно на окнах своего дома нанести рисунки на ингушскую тематику. Создать произведение можно самостоятельно или воспользоваться тематическими праздничными трафаретами. Дети селения Новый Редант к этому делу подошли максимально ответственно. Я нарисовала Ингушетию. Еще я раскрашивала наших людей, горы и многое другое. Порадовать детей и рассказать самым маленьким историю нашего края. Они должны знать про удаль наших предков и тонкие особенности ингушского быта. Делятся работники Дома культуры. Воспитанники ДК Нового Реданта участвуют в нескольких флешмобах сразу. Это фото с флагом Республики Ингушетия, это окна Ингушетии. Это флешмоб онлайн, флешмоб «Вкусно национально», то есть мы должны приготовить национальную еду, сделать фото и выложить в свою рабочую страницу Instagram. Также мы еще совместно с нашими воспитанниками приняли участие в поэтическом онлайн-флешмобе «Читаем про Ингушетию». Наши детки выучили стихотворения, посвященные любимой Ингушетии. Я бы хотела поздравить всех жителей Республики Ингушетия с этой датой. Хочу пожелать огромного счастья всем жителям, крепкого здоровья, мира и процветания. 29 лет – срок небольшой, однако за это время в селении многое изменилось. Благодаря различным национальным проектам в Новом Реданте появились много важных социальных объектов. К примеру, современный дом культуры и школа на 540 мест. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» продолжается строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием. А совсем скоро откроется первый в истории села детский сад. Давно здесь надо было открыть новый садик, потому что населенность большая, детей они постоянно возили в коррекционку, там в детский садик. Садик уже на стадии завершения, мы работаем, сейчас наружные работы заканчиваем, потом внутренние почти уже выполнены, но маленькие недоделки. На День Республики мы хотим закончить наши работы, сделать подарок сельчанам своим. А республике что пожелать? Конечно, я от всей души желаю процветания, добро, чтобы между людьми бартху было, тягоху было, векам сплоченных удалось, дал издалось беркетие. Жители селения полны оптимизма. Изменения, произошедшие за почти 30 лет, подарили селу новую жизнь. Редант стал по-настоящему новым. Идрис Ижиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.